Москву, услышала о курсах, которые проводила Айша Османова совместно с учительницей из Турции Нурсель Оджа. Поступила на эти курсы. У нас в микрорайоне обучилась тогда 25 человек в течение 2 или 3 месяцев. Таким образом, я узнала и увидела только первые азы саму техники махлама, что такое букме, как это выкладывается на ткани, какие нитки используются, как бы вот буквально азы. Которая уже на тот момент знала все подходы, все моменты, все тайны, так скажем, так как она уже этому обучалась, уже знала более 3 лет. Как и любую девочку, да, я подросток тогда, это, во-первых, нитки золотом, вышивка золотом, это же так, как-то ярко, красиво. Когда мы коснулись уже темы орнамента, что это за не цветочек обыкновенный, а что это тюльпан, и он означает то-то, что это гульмарама, это означает это еще больше, это уже, знаете, перешло с просто какого-то любопытства в хобби, в какую-то исследовательскую деятельность. Хочется чего-то раскапывать, читать информацию. Первый проект – это Духузлох, это 9 принадлежностей жениха. Значит, это свадебный обряд, где невеста готовит подарок своему жениху. Мы решили воссоздать детский женский такой костюм начала 19 века, где куклу одели в национальную одежду крымско-татарскую, да, полностью. Это же все-таки исследовательская работа, да, оттуда мы все узнаем информацию, собрали и вышивали, да, сколько женщин, все желающие какую-то маленькую крошку, да, но все вложили в эту куклу. Мне там достались маленькие амулетницы, которые расположены на косичках, то есть кукла, она и так маленькая, 80 сантиметров ростом. Представляете, какие там у нее косички и какие должны быть маленькие амулетницы. Эту куклу мы повезли в Турцию на международный фестиваль в Бuyukçekmece, где, конечно, произвели большой фурор. Проект Фес, Нагышлы Фес, где мы повторили копии на сегодня всем нам известных и неизвестных, так скажем, да, вот фесов, которые мы знаем через музеи, через соцсети, интернет, в коллекциях частных. Это 33 или 34 феса, там участвовало более 17 женщин. Я тоже там участвовала, принимала участие и вышивала фес, который принадлежал Зухре Акчуриной. Это мама Шефхи Гаспринской. Очень много труда, это все перерисовываю, не получается, то в размер мы не укладывались, то цвет мы не могли ткани подобрать. Честно говоря, ты когда доходишь до сути, вот оно тебя завораживает и все, и вот до самого финиша, так скажем. Не знаю, вот оно просто привлекло мне внимание, почему-то мне понравился этот орнамент. Форма необычная, да, это уже мы потом. Говорю, а нам почему такая форма, почему не конусообразная? А оказывается, что такая форма присуща женщинам вот, и ранее, то есть ранее, да, старые работы, старые фесы были тогда вот именно таблетированного варианта. Вот, они намного шире. Все-таки повторить фес легендарной женщины, да, в то время, которая помогла тогда Исмаилу Гаспринскому, была его правой рукой, поддержала. Это все-таки какой-то такой символ. Я все-таки хочу до него добраться, воссоздать его орнамент, все поправить, выправить все эти цветочки, потому что реально старинная работа. Вот, и, наверное, его повторить, так как я реально повторяю именно копии, воссоздать его хочется очень.